Дорогие девятиклассники, я учитель русского языка и литературы школы-интернат имени Шакена Айманова, села Баянаул, Адылханова Айгуль Алпысбесовна. Хочу представить вашему вниманию тему урока «Ромео и Джульетта. Символ любви и верности». Цель урока – раскрыть пафос пьесы, прославляющей верность в любви. Задача урока – проанализировать ключевые сцены, раскрыть основной конфликт трагедии Шекспира. Чтобы раскрыть пафос пьесы, надо проанализировать ключевые сцены, раскрыть основной конфликт трагедии Шекспира. Поэтому я вам предлагаю следующее задание. Определите последовательность событий в тексте, глядя на эту картину. Почему автор так прославил верность в любви? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к биографии Шекспира. 23 апреля 1564 года родился Уильям Шекспир в Англии, в Стратфорде, в семье торговца и почтенного горожанина. Около 1580 года он бросает школу, чтобы помогать отцу. В ноябре 1582 года вынужденно женится на Энн Хэтэуэй. На какой момент в биографии вы обратили внимание, ребята? Правильно, вы обратили внимание на последнее предложение. Вынужденно женится на Энн Хэтэуэй. Видимо, эти обстоятельства подвигли его написать трагедию «Ромео и Джульетта». Так зародился замысел написать трагедию. А теперь, ребята, обратите внимание на издание этой трагедии в разные годы. Я вам предлагаю следующую самостоятельную работу. Нарисуйте у себя в тетрадях лоскутное одеяло и в своем лоскутном одеяле изобразите понравившиеся обложки книг шекспировскими героями согласно рейтингу и обоснуйте свой выбор. Для того, чтобы выявить умение раскрыть основной конфликт трагедии, вам надо нарисовать два айсберга. Один айсберг символизирует семью Монтекки, второй айсберг символизирует семью Капулетти. Внутри этих айсбергов вы расскажете о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов. Следующая работа – это структурирование. Я предлагаю вам следующее задание. Перед вами разрезанная луковица. Вы отчетливо видите слои луковицы. Так вот, вам предстоит в слоях луковицы расположить ключевые слова из текста по схеме. Сначала, затем, потом. Вот перед вами текст. Ромео встречает дочь Капулетти. Из мечтательного юноши превращается в человека, способного принимать решения и отвечать за свои поступки. Он сразу же договаривается с отцом и Лоренцо о венчании, не желает сражаться с Тибальтом, провоцирующим столкновение. Такой же путь проходит и Джульетта. Она меняется еще сильнее. Сначала она была покорной дочерью, но, полюбив, обретает решимость и борется за свое чувство. Любовь в трагедии предстает как великий воспитатель. Она меняет Ромео и Джульетту. Герои взрослеют, принимают важные решения, берут на себя ответственность за свои поступки. Обратите внимание на эти картины. Если вы внимательно посмотрите на эти картины, то поймете, что из цели и задачи появляется следующий вывод. Ромео и Джульетта прославляют верность любви. Ромео и Джульетта умирают вместе. Их смерть заставляет задуматься Монтекки и Капулетти. Не пора ли покончить с кровавыми распрями? Вы можете прийти к следующей рефлексии. Эти строчки взяты из текста. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Спасибо.